Вот он какой, такой большой. 42 метра в длину, 11 в высоту, крылья с изменяемой стреловидностью и, главное, совсем не то, что было внутри. Это Ту-22М3М, дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. С модернизацией, что дошла до презентации, заводчан поздравил Рустам Миниханов. Были времена, когда мы приезжали на завод, посещали для решения тех или иных очень сложных проблем, связанных с перспективой данного предприятия. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что не только этот ракетоносец, завод проходит глубокую модернизацию, это современнейшее предприятие с хорошей перспективой. Это детище казанского авиапрома появилось на свет ровно спустя 9 месяцев, как из цехов завода выкатили другой грозный ракетоносец Ту-160. И вот новое достижение. Я хочу, чтобы в этой многодетной туполевской семье рождались каждые 9 месяцев новые достижения. Поздравляю Татарстан с высоким уровнем демографической авиационной готовности. Представленный сегодня ракетоносец – это модернизированная версия самолета Ту-22М3. Такие на казанском заводе производились во второй половине минувшего века. Всего было выпущено более 200 штук. От этой версии в новой модификации сохранились лишь планер, то есть общая конструкция самолета и часть систем. По отзывам военных, после модернизации характеристики самолета стали лучше в 2 раза. Усовершенствования получились уникальными, аналогов в мире нет. Приятным дополнением для пилотов стали новое навигационное и прицельное оборудование и даже искусственный интеллект. Эти крылья российских ВВС будут нести ракеты и свободно падающие и управляемые бомбы. Те тактико-технические характеристики, которые превосходят сегодня имеющиеся аналоги, они, соответственно, будут реализованы с максимальными возможностями. Такие обновленные самолеты смогут служить родине до полувека. Модернизация не только вдохнет новую жизнь в дальнюю авиацию страны, но и даст казанскому заводу новые заказы. Уже со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для параллельного начала работ по этой глубокой модернизации, со сдачи самолетов с 2021 года. Это и загрузка, это и, я надеюсь, улучшение экономических условий, повышение заработной платы. Это и продолжающаяся программа технического перевооружения завода, которая идет и будет идти. Пока же модернизированному самолету предстоит как следует показать себя в деле и в небе. Этой осенью должны начаться летные испытания боевой машины. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.